Сәлем достар, қалайсыздар? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Камераның алдында Юля from Казахстан, которая продолжает учить вас читать по-казахски. И сегодня мы с вами изучаем вывеску, этикетку на аппарате по покупке воды. Разбираем третий пункт. Возможно, видео будет длинное, но попробуем его сократить, да? Төлімді растағаннан кейін аппаратта балансты аудару үшін старт батырмасын басыңыз. Надеюсь, у вас все получилось и вы смогли со мной прочитать. Ну а если вдруг не смогли, давайте разбираться. Итак, первое слово төлемді. И чтобы его прочитать, да-да, как обычно, все разделили по слогам. И вот как же прочитать букву О с черточкой посередине? За основу нужно взять букву Ё обыкновенную, но буква Ё будет звучать очень и очень мягко. Төлемді. Вот, прочитаем сейчас через О, төлемді, и это тоже будет очень твердо. В общем, буква Ё и буква О не подходят, но все-таки мы берем букву Ё за основу и понимаем, что чуть-чуть потверже, чем буква Ё, и помягче, чем буква О, да? Нам нужно нащупать вот этот вот момент, потренировать его. Ну или вот после слова пес буква Ё будет звучать как та самая буква О с черточкой посередине, которая нам необходима. В общем, любыми способами пробуем это прочитать. Но помним, что за основу все-таки берем букву Ё. Нам, как русскоговорящим, нужно что-то брать за основу из знакомого уже. Поэтому поехали. Төлемді. Төлемді. Следующее слово растағаннан. Забыла, палочка с точкой, да, в слове төлемді. Чтобы ее прочитать, нужно за основу взять нечто среднее между буквами и И. В общем, в этом диапазоне нужно двигаться. Буква И будет звучать очень твердо, буква И будет звучать очень мягко. Вот попробуйте. Төлемді, төлемді. И так неудобно читать. А вот палочка с точкой дает нам удобство чтения. Төлемді. Едем дальше. Растағаннан. Растаған, растағаннан. Сразу скажу, если вы вдруг умеете искажать букву Г, например, произнося вместо город, вместо горох, то вам даже не нужно учиться, как произнести букву Г с черточкой посередине. Ну а если вдруг вы не умеете, давайте я вас научу. Нужно просто отторгнуться через букву Г обыкновенную. Пробуем, прям тренируем, да? Г. И теперь читаем. Растаған, растағаннан. Төлемді растағаннан. Следующее слово кейін. Мягкий, буква И краткая как бы смягчает эти буквы, да, все? Она как масло такое здесь поставлено. Кейін. Палочка с точкой произносится коротко, и это нечто среднее между буквами И и И, как вы это уже поняли, когда я вам объясняла слово төлемді. Кейін. Прям вот пробуйте, прям попробуйте услышать. Кейін. Төлемді растағаннан кейін. Дальше слово аппаратта, ничего сложного, от слова аппарат и прибавлено окончание та. Аппаратта, дальше слово баланста, от слова баланс прибавлено окончание т, буква И читается очень коротко. Следующее слово аудару. Аудару. Ничего сложного, тоже сможете прочитать. Слово үшін. Слово мягкое. И мы с вами видим недописанную букву У. Как же ее прочитать? За основу нужно взять букву Ю обыкновенную. И смотрите, когда мы произносим букву Ю в начале слова, например, в имени моем Юля, мы сначала слышим и краткую, а затем уже остаточное звучание, звук Ü. Вот этот вот звук Ü мы и используем, когда видим букву
У недописанную казахского языка. Вот. Как же ее еще можно услышать? Да? Например, слово люк, убираем букву Л, и буква Ю будет уже звучать как Ü. Там мы уже не слышим и краткую после согласной. Люк, үк, үк, Ü, Ü, Üşün. Дальше идет палочка с точкой, которую вы прочитать уже умеете. Üşün, Üşün, Üşün. Следующее слово старт. Старт, ничего сложного. Дальше опять-таки ничего сложного. Все буквы в русском языке имеются. Батырмасын. Ба, батыр, батырма, батырмасын. Ну и следующее слово басыңыз. Басыңыз. Как прочитать букву Н с хвостиком, сейчас объясню. Нужно кончиком языка потянуться к верхнему небу, произнося обычную букву Н. И, магия, не дотягиваясь до верхнего неба, произнести эту самую букву Н. Видите, уже у меня получается ее произнести. Н с хвостиком. Ну, заодно вы выучили, как нужно читать английский дифтонг, буква N и буква G в словах English, morning, evening, ну и что-то там еще. В общем, их много, этих слов, да? А теперь давайте все это прочитаем целиком. Төлемді растағаннан кейін аппаратта балансты аудару үшін старт батырмасын басыңыз. Төлемді растағаннан кейін аппаратта балансты аудару үшін старт батырмасын басыңыз. Вот в таком темпе в теории вы должны научиться читать. Но чтобы так научиться читать, сначала нужно научиться читать медленно, так что не пренебрегайте этим моментом и не старайтесь сразу же научиться читать быстро. Ну, в общем, все, дамы и господа, перевод вы видите. С вами была я, Юлия from Казахстан, так что увидимся в следующий раз.